Здравствуйте. У нас в студии гость, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Степанова Татьяна. Татьяна Игоревна, начнем с заявленного Россотрудничеством конкурса среди журналистов и блогеров, который называется «Взгляд-2025», имени Героя Абхазии, фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева. Может, не все знают, помнят, особенно молодое поколение, но вот Андрей Соловьев во время Отечественной войны народа Абхазии регулярно снимал репортажи, был ранен, но Андрея ничего не могло остановить. Он очень хотел запечатлеть освобождение Абхазии, и он снял освобождение столицы 27 сентября в 1993 году ценой своей жизни. Вечная слава герою! Его фотографии стали достоянием архивов о летописи прошедшей войны. Я был знаком с Андреем и, к сожалению, оказался очевидцем этой трагедии. Тоже снимал недалеко от него. Андрей – это пример высокой ответственности при исполнении профессионального долга, а также искреннего желания помочь народу Абхазии в их борьбе с агрессором. Конкурсантам есть на кого равняться. Татьяна Игоревна, сейчас непосредственно расскажите нам о конкурсе, который, в общем-то, уже стартовал, называется «Взгляд-2025». Добрый день, уважаемые зрители. Хотелось бы рассказать о конкурсе. В 2025 году, как и предыдущие годы, уже 4 года подряд, Россотрудничество, представительство в Абхазии проводит конкурс среди блогеров и журналистов Республики Абхазия. Действительно, он имени Андрея Соловьева, потому что память героев, она должна звучать и для молодого поколения, и всегда мы должны о ней помнить, поэтому конкурс в его честь неизменен, и мы стараемся сохранить это все-таки. В этом году конкурс у нас проходит с 6 по 27 ноября, мы принимаем заявки, расширили количество номинаций, в том году их было 7, в этом году их уже 12, в том числе тематика СВО, российско-абхазские отношения, наши непосредственно журналистские работы. Мы добавили в этом году 80-летие Победы тематику, 100-летие народной дипломатии. Также молодых журналистов привлекаем, отдельная номинация для тех, кто менее 2 лет в профессии. Работы мы принимаем после 14 декабря, которые были опубликованы 2024 года, потому что до этого принимались работы, соответственно, на предыдущий конкурс. В этом году конкурс не имеет возрастных ограничений, что мы считаем очень важно, потому что получили заявки от участников, что очень жаль, что в том году не все смогли принять участие. Было достаточно заявок, хорошее конкурсное жюри. И в этом году у нас уже не по 5-бальной, а по 10-бальной шкале будет оценивать жюри, потому что не могли определиться, насколько хорошие, трогательные и исторически важные работы были. Татьяна Игоревна, различные проекты, конкурсы и акции, вот это все является непосредственно одной из важнейших в деятельности Россотрудничества. Расскажите, вот за этот год, уже год близится к концу, можно такие подвести небольшие итоги, наверное, промежуточные. Какие были проекты, акции, как проявили себя люди, которые над этим работали, участники проектов? У нас в начале года, в преддверии праздника Великой Победы, благодаря нашим, опять же, поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Министерства обороны Республики Абхазия, у нас приехал сводный концерт Министерства обороны России, посвященный 80-летию Победы, в котором принял участие академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, солисты Центрального академического
театра Российской армии и артисты Центрального дома Российской армии имени Фрунзе. Проехали по, соответственно, 5 районам, были в Сухуме, Очамчире, Ткварчале, Гале, Новом Афоне. В Новом Афоне они выступали 9 мая перед самым отлетом, перед поездкой на самолет. Концерты, конечно, восприняли на ура, потому что наша общая победа – это наша общая история, которую никто никогда не сможет отменить. И мероприятие прошло замечательно. Опять же, у нас есть мероприятия для молодежи. У нас прошел с 20 по 28 октября технологические мастер-классы мобильного технопарка от команды технопарка «Кванториум» из Татарстана. Проехались по разным школам, разным районам, показали детям мастер-классы по разным направлениям: виртуальная реальность, нейротехнологии, аэромоделирование, робототехника, 3D-моделирование, космические технологии. Мы надеемся, что дети, когда наблюдают такие марафоны, в них участвуют, мастер-классы, они смогут проще определиться со своей будущей профессией. Также у нас сейчас с августа до конца года Российская инженерная школа, наш проект Россотрудничества, в городе Гал на базе нашего Центра дополнительного образования Россотрудничества работает. Дети участвуют тоже в моделировании, в IT-технологии. Опять же, будут с ними тоже пройдены, поставлены 11 ноутбуков для Гала, для класса. Это в целом большая такая история. Вот. Не так давно, с 26 по 31 октября, у нас приезжала международная волонтерская программа «Миссия Добро». Это когда специалисты высшего класса из Российской Федерации по работе с семьями, с детьми с ОВЗ провели мастер-классы, провели диагностику детишек. Итогом стал и круглый стол со всеми заинтересованными, в том числе с врачами. Итогом круглого стола стало, что детишек, которые остро нуждаются в реабилитации, специалисты готовы взять на лечение в Россию, но бесплатное. Опять же, руководители центров для детей готовы взять на повышение квалификации тоже к себе в центры. Это все совершенно бесплатно. Не так давно, в преддверии Дня народного единства, у нас прошла серия мероприятий. 1 ноября у нас состоялся концерт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Абхазия. Приезжала у нас Нина Шацкая, Анна Сиднина с академическим народным ансамблем России имени Людмилы Георгиевны Зыкиной. Нана Черкезия выступала, вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», камерный коллектив России «Романтик-квартет» и эстрадно-фольклорный ансамбль «Марзакан». Это концерт и мероприятие к именно единству наших народов, наша именно и культура их всегда объединяет, творчество. 3 ноября мы организовали премьерный показ российской военной драмы «Август», которая шла в прокате в Российской Федерации благодаря фонду кино, который оперативно, и, опять же, Министерству культуры, Госфилармонии, которые предоставили площадку, показав патриотический фильм времен Великой Отечественной войны, где советские герои, их подвиг, он всегда в нашей памяти и истории. 4 числа мы в день самого народного единства, соответственно, сделали прием в посольстве. Это вот то, что мы сейчас провели именно представительство Россотрудничества в Республике Абхазия. По поводу детей, их участия вот в различных таких программах, ну, конечно же, интересно, это все вот востребованные профессии, о которых вы говорили. Я вот сам общался недавно с парнем, который в 9 классе вот съездил в Туапсе, где очень занимались плотненько. Мальчик вернулся, вот с ним разговариваю, это уже другой человек, он больше заинтересовался, у него мотивации больше появилось, он стал более организованный, вот его отец говорит.
Это замечательно. В наступающем году уже какие-то мероприятия вы, наверное, запланировали, уже знаете, что будет. Будут ли эти мероприятия более масштабные или количественно их будет больше? Будут ли вовлечены больше людей в эти проекты? Ну, мы стараемся придерживаться все-таки общего плана мероприятий, и если воспринято хорошо жителями Абхазии, мы стараемся придерживаться и проводить их в будущем году. Сейчас, например, идет квотная кампания на 2026-2027 годы. До 15 декабря мы принимаем заявки от выпускников школ для поступления в российские вузы. Соответственно, они в следующем году станут абитуриентами, и мы надеемся, что таких заявок будет больше. Сейчас у нас в преддверии 13-14 числа в Нацбиблиотеке пройдет образовательная выставка, где будут представлены вузы Российской Федерации, такие как Высшая школа экономики, например, РАНХИКС, из известных. Опять же, Абхазский государственный университет всегда обязательно с нами, поддерживает нас во всех мероприятиях. Поэтому плановая работа у нас будет вестись. Ну, эта деятельность очень серьезная и нужная. Это очень здорово, что существует такая работа. Абитуриенты ежегодно поступают. Говорили о крупных каких-то проектах, наверное. А у вас еще и много различных акций, ну, еще какие-то проекты, касающиеся молодежи. Мы стараемся работать с молодежью, так как у нас есть федеральные наши программы, такие как «Новое поколение», по разным направлениям совершенно молодежной деятельности, интересов. «Здравствуй, Россия», где дети соотечественников едут знакомиться с Россией, участвуют в различных мероприятиях. Мы проводим много различных конкурсов, после которых победители тоже едут в такие замечательные места, как, например, детский лагерь «Артек». Опять же, победители конкурса «Взгляд», неважно от того, там, молодые люди или нет, мы их рекомендуем к участию в других проектах для журналистов. Опять же, участие в нашем федеральном проекте для журналистов. И в целом дети вовлекаются и знакомятся с именно российской молодежью, они дружат, и то самое единение, они узнают что-то новое. Для них это очень важно, потому что они всегда возвращаются с горящими глазами, с кучей друзей, с желанием познакомиться и все еще больше и больше участвовать в различных проектах. Безусловно, для молодежи это и расширение кругозора. Ну, чем больше увидел человек, это вот как-то остается, он становится богаче. И общение, оно остается и будет развиваться. Татьяна Игоревна, спасибо огромное за интервью. Успехов вам в работе. Спасибо вам большое. Приглашайте еще. Приглашаем вас на все наши мероприятия. Будем рады видеть. Всего вам самого лучшего.